На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике президент Аслан Бжаня выступил с обращением к народу. Глава государства просит соотечественников проявить терпение, подумать о здоровье старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержать врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью. Дорогие соотечественники, обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Руководство страны осознает всю сложность положения. Мы понимаем, в какой ситуации оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценностей, чем жизнь и здоровье граждан. Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпримет меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса. С опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты. Друзья, в нашей истории бывали более сложные времена, но народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз. Прошу вас, дорогие соотечественники, проявить терпение. Подумаем о здоровье наших старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии. Поддержим наших врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью. Дорогие друзья, прошу проявить терпение. Главное – сохранить жизнь и здоровье граждан. Это превыше всего. Вопросы экономического и иного характера мы, несомненно, решим, объединив усилия. Благодарю за понимание. Тот факт, что количество заболевших коронавирусом в Абхазии растет с каждым днем, конечно же, вызывает беспокойство всех жителей республики. Люди тревожатся за своих родных и близких, и это понятно. Вновь становятся актуальными социальная дистанция, ношение масок и перчаток. Тему продолжит Алиса Шамба. За последние несколько дней в Абхазии наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В стране по-прежнему действует ряд ограничительных мер. Граница с Россией закрыта для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства до 4 августа. Координационный штаб по защите от коронавируса предупреждает граждан соблюдать социальную дистанцию, в людных местах стараться использовать средства защиты, маски и перчатки. Стоит отметить, что в обществе не принято называть персональные данные заболевших коронавирусом. Однако сейчас стала наблюдаться другая тенденция. Люди сами сообщают о своем заболевании в социальных сетях, предупреждая и призывая контактировавших с ними к самоизоляции и сдаче тестов. Так поступили, к примеру, врачи Инга Пипия и Марина Авицба, которые выложили информацию о своей болезни, понимая всю серьезность последствий коронавируса. Кстати, поступок девушек вызвал массу положительных откликов пользователей с пожеланиями скорейшего выздоровления. Пока по неподтвержденным данным и у 2 депутатов парламента Абхазии обнаружили COVID-19. В связи с этим встреча президента с депутатами парламента была отменена. Стоит отметить, что все депутаты Народного собрания и остальные сотрудники парламента были протестированы. Бригада медиков провела забор биоматериала прямо в здании. По-прежнему закрыто на карантин и хирургическое отделение республиканской больницы, где лежали 2 заболевших коронавирусом. По словам главного санитарного врача столицы Аллы Беляевой, в хирургическом отделении республиканской больницы проводится санобработка. После окончания дезинфекции бригада направится и в парламент. Алиса Шамба, Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани. Абхазское телевидение.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Как сообщает МИД Абхазии, на торжественном приеме состоялась церемония вручения верительных грамот. Президент Сирии выразил слова почтения президенту Абхазии Аслану Бжания и пожелал всему абхазскому народу мира и процветания. В свою очередь посол передал слова приветствия от имени президента Абхазии Аслана Бжания, а также подчеркнул, что учреждение посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике является историческим событием и важным шагом в развитии и укреплении отношений между двумя странами. Президент Сирии и чрезвычайный полномочный посол Абхазии обсудили вопросы двустороннего государства, дружественных государств в различных сферах, таких как экономика, культура, туризм и спорт. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Лейба Тамази Гавриловича кандидатом в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия по Бзыбскому избирательному округу номер 10. 12 июля на выборах депутата парламента по Бзыбскому избирательному округу номер 10 ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим ЦИК назначил повторные выборы по этому округу на 13 сентября. У консультационного пункта по оформлению заграничных паспортов в России и гражданства по улице Званба, 9 в Сухуми очереди постоянно становится меньше. Но все же выстаивать по несколько часов в жару гражданам, особенно преклонного возраста, очень сложно. Работники консультационного пункта предупреждают граждан, что не обязательно приходить с утра, достаточно прийти в обозначенное в талоне время. Консультационный пункт принимает документы пенсионеров без личного присутствия. За них это могут сделать родственники или же близкие им люди. Но непосредственно в посольстве России в Абхазии, куда все эти документы нужно сдать, и их присутствие необходимо. Тут очень большие очереди, и тут людям становится плохо. Хотелось бы, чтобы все организовывали, чтобы хотя бы пропускали людей внутрь, потому что очень жарко. И некоторые, потому что у них уже возраст не позволяет тут стоять, они стоят, им становится плохо. Я вот молодая, как бы мне не так плохо, но хотелось бы, чтобы хотя бы людей с возрастом пропускали, потому что это невозможно. Мы стоим довольно-таки долго, есть люди, которые еще дольше стоят, есть которые с раннего утра. Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих абхазскую пенсию и доплаты к пенсиям, о том, что с августа этого года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений республики будет прекращено. Получение вышеуказанных пенсий и доплат к ним будет осуществляться исключительно в кассах сберегательного банка и иных кредитных учреждений Республики Абхазия, в которых открыты счета пенсионеров. Выдача пенсии будет производиться по предъявлении документа, удостоверяющего личность и банковской карты пенсионеров. По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций в рамках совместной программы ЕС ООН по поддержке полевых школ фермеров и расширению сельского хозяйства поставила около 1 тонны средств защиты растений партнерским организациям и фермерам Абхазии. Помощь передана службе защиты растений, ведущей борьбу с мраморным клопом в Абхазии. Абхазский многоотраслевой колледж продолжает прием документов от абитуриентов. В образовательном учреждении есть много факультетов по разным востребованным в стране специальностям, такие как поварское дело, повар-кондитер, официант, бармен, технологи и другие. Студенты колледжа изучают не только абхазскую кухню, но и европейскую. Государственное образовательное учреждение каждый год выпускает специалистов в разных направлениях, которые успешно работают во всех районах Абхазии. Прием документов продлится до 23 августа. Буквально дней 10 тому назад уже начали прием документов.
Вот за эти 10 дней уже 20 заявлений есть. И очень много звонков и спрашивают, какие документы нужны. Люди приходят, интересуются. Я думаю, что мы человек 100-120 мы обязательно примем. Востребованы сегодня это повар европейской абхазской кухни и повар-кондитер. Там всегда у нас набирается около 30-60 человек. Мы вот в этом году сделали программу, уже практически она готова. Специалисты это сделали. Взяли российский стандарт, и мы внесли кое-какие изменения, внесли там абхазский язык, там история, то, что там для нас необходимо для Абхазии. Называется пекарь. Это новый факультет будет. Вы знаете, что у нас очень много, где хлеб пекут, и хотелось бы улучшить качество. Обращаюсь ко всем, кто хочет получить рабочую профессию, повар, кондитер, европейская абхазская кухня, продавцы. Мы готовы вас принять. Торгово-промышленная палата Абхазии провела благотворительную акцию «День добрых дел» для семей репатриантов из Сирии и Иордании, проживающих в Абхазии. В праздничном мероприятии, прошедшем в кафе «Фазенда» в Ореховой роще, приняли участие около 50 детей и их родителей. Насыщенная развлекательная программа включала представления с участием аниматоров, всевозможные игры и мастер-классы. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Музыка, песни, зажигательные танцы и яркие эмоции. Такой сюрприз ожидал детей и взрослых, посетивших праздник для семей репатриантов. Пожалуй, самыми бойкими оказались малыши. Однако дети постарше тоже активно участвовали в играх с любимыми мультгероями – Человеком-пауком и Бамблби. Сперва нам позвонили, пригласили, что здесь будет такой конкурс, может, вы придете тоже. Сказали, если вы хотите одни или с родителями, я лучше сказала с родителями. Когда мы танцевали, мне больше всего понравилось. Ты тоже танцевала со всеми или стеснялась? Не, я танцевала, я не стесняюсь. Очень хорошо, очень весело сегодня было. Хочется еще чуть-чуть здесь побыть. Одним из ярких моментов праздника стало шоу мыльных пузырей. Прямо над поляной летали пузыри всевозможных форм и размеров, вызывая бурный восторг у всех детей без исключения. Помимо развлекательных мероприятий, праздничная программа включала мастер-класс по живописи, игры в шашки и шахматы с инструктором. Одни, разбившись на пары, сосредоточенно трудились над шахматной доской, другие в это время рисовали под бдительным руководством художницы Марии Пилия. Я очень рада сегодня быть здесь. Такой замечательный праздник получился для детишек. Здесь есть ученики из нашей школы. И сегодня мы провели мастер-класс по живописи. Мы писали пейзаж. Детки научились рисовать море. И я так поняла, что очень много талантливых детей. Каждый раз в этом убеждаюсь. И среди детей-репатриантов тоже очень много талантливых детей. Каждый рисунок как отражение индивидуальности ребенка, а выбранные цвета привлекали взгляд своими оригинальными сочетаниями. Я, наверное, еще добавлю здесь деревья и траву там. Ты эту картинку, наверное, заберешь с собой, повесишь дома или кому-то подаришь, может быть? Не знаю, если кому-то понравится, я дам. Я давно рисую, я люблю рисовать. Я сейчас рисую машинку. Это машинка фирмы «Мерседес». И когда вырастешь, хочешь ездить на «Мерседесе»? Да. Дарить детям хорошее настроение и веру в добро – пожалуй, главное предназначение взрослых. Торгово-промышленная палата Абхазии уже не первый год оказывает помощь семьям репатриантов и организовывает для детей различные акции и мероприятия. Торгово-промышленная палата, продолжая традиции Гагуля Геннадия Леонидовича, ежегодно проводит благотворительные акции. И в этом году руководство палаты приняло решение о проведении новой акции под названием «День добрых дел». ТВП-РА всегда уделяла особое внимание проблемам интеграции наших соотечественников в условиях Новой Абхазии. А мы считаем, что не только от государства, но и от каждого из нас зависит, насколько комфортно и безболезненно будет проходить адаптация наших соотечественников
к условиям новой жизни. Мы бы хотели, чтобы День добрых дел стал хорошей традицией не только для нас, но и для других организаций, предприятий Абхазии, а для детей запомнился как одним из самых ярких и запоминающихся дней этого лета. Помимо развлекательных мероприятий, в завершении праздника для детей было организовано вкусное угощение. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал сообщает, что 30 июля с 12 ночи до 8 вечера в связи с ремонтными работами по улицам Гумистинская, Аргун, Лагвилава будет отключена подача питьевой воды в районах города Новый район, Колос и улица Трапш. В конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем плюс 25-30. Температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.